как только будет возможность оказания какой-то помощи, денежной, гуманитарной или какой-то другой помощи, мы обязательно этим займемся. Любые действия в поддержку народа Рохинья должны согласовываться с руководством и МИД России. Глава региона и секретарь Совбеза обсудили обстановку в регионе. При соответствующем принятии решения вам будет представлен земельный участок. Мы только приветствуем любую предпринимательскую деятельность. Национальный телеканал налаживает связь между властью и народом. В республике перед программой с участием главы региона проходят выездные приемы граждан. Широкий круг актуальных международных вопросов. В Китае проходит саммит БРИКС. Лидеры стран пообщались в узком составе и в расширенном формате. Это все делается во имя того, чтобы через 3 месяца мы ездили по совершенно дороге. Временные неудобства. Дорога Назрань-Магаз будет отремонтирована. Водители предупреждают об ограничении движения. Сейчас я чувствую отлично. Мне даже не верится, что я сейчас сам дышу. Торакальная хирургия как шанс на полноценную жизнь. Ингушские медики успешно прооперировали пациента со сложным диагнозом. На телеканале Ингушетия информационная программа «Новости-24». В студии Амирхан Зортов. Здравствуйте. Глава Ингушетии ознакомился с обстановкой в регионе за прошедшие сутки. По словам секретаря Совета Безопасности, 3 сентября прошло без тяжких происшествий, не считая нескольких фактов задержания транспортных средств и изъятия наркотиков. Ахмед Зейтов сообщил, что митинг, посвященный солидарности противодействия терроризму, прошел без нарушения общественного порядка. Митинг вчера солидарности противодействия терроризму прошел активно. В том числе и по соцопросу населения. Люди сегодня довольны тем, что именно на данном митинге противодействия терроризму была затронута тема мусульман, сегодня подвергающихся геноциду в Бирме, Мьянма сейчас называется государство. И то, что вы там сказали, наше отношение к этому вопросу, и то, что если будет такая возможность, что будет оказана гуманитарная помощь, в том числе и прочитание дуа, все это было воспринято позитивно. По мероприятиям, которые якобы планируют провести на территории республики, мы проводили вчера активную работу. И сегодня с утра вот с 8:30 мы провели заседание рабочей группы, в которую входят и как сотрудники администрации главы республики, аппарат Совета Безопасности, и Управление по делам религии, и МВД по республике Ингушетия, на котором мы сегодня спланировали конкретные мероприятия, которые нам необходимы для того, чтобы объяснить населению, что сегодня происходит в Бирме, чтобы люди правильно понимали и свои действия, и бездействия. Если где-то кто-то думает, что сегодня можно выходить, находясь в правовом государстве, мы являемся одним из субъектов российского государства, и общей позицией государства это должна быть и наша позиция. Но так как мы являемся мусульманами, мы и людям доводим, и вашу позицию доводим, и духовные лидеры это подтверждают, что самое большое оружие, самое большое участие мусульман – это прочитание дуа за этих людей, прошение у Всевышнего. Это будет наиболее положительная такая форма их участия в данном вопросе. Насколько в данное время мы располагаем информацией, на территории республики каких-то несанкционированных акций, действий не будут проводиться. Руководитель субъекта также призвал всех жителей республики в своих дуа просить у Всевышнего спасения мусульман, в отношении которых совершаются жестокие преступления. Вместе с тем он считает, что любые действия в плане поддержки народа Рохинья должны согласовываться с руководством и МИД России. Если там ему очень тяжело это пережить, он искренне верующий, то пускай он там участвует на организованных мероприятиях, выйдет сюда, постоит, послушает, сделать там в душе дуа, там за кого-то еще делать, помолиться. А если дома, то пускай дома молится целыми днями.
читает Коран и там какие-то вещи религиозные, пускай делает. И пытается хоть каким-то образом там помочь в душе своей. Вы же, как Совет Безопасности, должны жестко пресекать любые другие проявления. Лидер субъекта сказал о важности проведения круглых столов с участием представителей органов государственной власти, правоохранительных органов, духовенства и молодежных активистов. По его мнению, именно на таких площадках нужно поднимать острые вопросы и получать на них аргументированные ответы. В частности, глава Ингушетии отметил, что нецелесообразность проведения митингов можно было бы обсудить именно за круглым столом. Круглый стол. Пригласите туда всех. Только не выделять вот одна сторона, если вы приглашаете, а должны быть все быть. В том, что вот те молодые ребята, которые якобы там, посадите их там наверху, там где-то закидывать это все. Пусть там задают вопросы. И плюс довести там на круглом столе, везде довести. Как только будет возможность оказания какой-то помощи, денежной, гуманитарной или какой-то другой помощи, мы обязательно этим займемся. Организуем, отправим. Мы всегда это делали и делаем, будем делать. Даже тогда, когда у нас у самих сложности. Почему? Потому что когда нам было очень тяжело, нам тоже помогали. И Татарстан, и Казахстан, и другие, в том числе и субъекты регионов Российской Федерации, и за границей, помогали нам. Почему мы не поможем? Конечно, поможем, в стороне не будем. Третий вопрос в мечетях. До всех имамов довести, до глав довести. Вот к мечети, пожалуйста, уделите этому там 10 минут, 15 минут имама. Что нужно в таких случаях мусульманину делать? Если у него нет возможности оказаться там на месте, если он находится так далеко от этого места, если он сочувствует, какие молитвы лучше читать, какие дуа лучше делать? То есть, что должен мусульманин делать? 6 сентября в эфире национального телеканала выйдет очередной выпуск программы «Диалог с народом». Для приема вопросов от жителей открыты несколько телефонных линий. Каждый год на этот проект поступают сотни обращений. На этот раз вопросы начали решать до того, как они прозвучали в эфир. В регионе проходят выездные приемы граждан. Слово Фериде Миржоевой. Вот уже год Пятимат Жамбулатова не может устроить ребенка в детский сад. Малышу недавно исполнилось 3 года. Родители работают, а очередь в дошкольное учреждение не сдвигается с места. С таким обращением молодая мать планировала обратиться на программу «Диалог с народом». Но, как оказалось, решить проблему можно было и намного проще. Вопросом теперь займется первый зам руководителя администрации главы Ингушетии. Ребенка зовут Дамир, Китиев Дамир. Китиев Дамир, отчество Мехтиевич. Вы в какой садик хотели? Подснежник. Да, он у меня там Мы записан. ее вопрос в течение 2 суток решим. Как правило, большинство вопросов, поступающих в студию во время прямого эфира программы, связаны с обслуживанием в сфере ЖКХ. В ходе выездного приема граждан прямо на месте проблему с водоснабжением удается решить сразу нескольким жителям Карабулака. К примеру, Хамзат Муцульгов жалуется на постоянные прорывы водопровода на улице Первомайская. Позвоните мне, скажите, хорошо, число Мама, 15-го, начато работу или нет? Хорошо? 15 сентября вопрос должен быть закрыт. Не остались в стороне и вопросы трудоустройства. Зарема Далакова окончила Пятигорский государственный технический университет. Проработала несколько лет в службе судебных приставов и теперь ищет новое место по своей профессии. Мадина Гойгова берет вопрос на заметку, а вот проблема Идриса Илхароева требует тщательной проработки. Около 40 семей, проживающих в городке Подьяково, не могут узаконить свои домовладения. Там ситуация какая? С пригородного района, там был большая обятка. Они поселились в этих гаражах, фактически обжились там. Там стоял вопрос, газопровод, там не так, вроде решили этот вопрос. Сейчас в таком состоянии были, это в принципе через судебное решение. Такая же проблема коснулась жителей городка Беркат. Эти маленькие дома здесь появились после событий 92 года. Однако никаких документов, подтверждающих право собственности, у людей нет. Сразу после приема комиссия выезжает на место. Мадина Гойгова дает обещание решить вопрос, минуя судебный процесс. Далее по плану инспекция в парк, открытие которого состоялось на прошлой неделе. Работы по его строительству начались в апреле этого года. И буквально через пару месяцев парк начал функционировать и радовать горожан. Очень хорошо. Я помню, когда вот там у нас гаражи стояли, пустырь был, территория вся заброшена была. Да.
Преобразовалась, теперь будем гулять. Да, уже люди, вот сейчас никто специально сюда не звал, сколько, 10, 11, а после обеда уже люди бывают. Еще один вопрос, требующий внимания – развитие промышленности в регионе. В Карабулаке сосредоточено несколько крупных объектов, успешно реализовывающих продукцию даже за пределами Ингушетии. У руководства завода АТМ грандиозные планы на будущее. Живое предприятие, которое даст и вполне хорошие рабочие места в дальнейшем и на увеличение. И продукция, которая будет котироваться не только у нас в регионе, но и за пределами. Сейчас активно ведется работа по становлению деловых контактов с другими регионами, расширяется рынок сбыта. Так что я думаю, что мы пожелаем только успехов руководству компании. До диалога с народом остались считанные дни. Свои вопросы главе региона Юнусбеку Евкурову смогут задать все желающие. Однако не все они успеют прозвучать в ходе прямой трансляции программы. Некоторые проблемы жителей можно и нужно решать, не доводя до эфира. Именно с этой целью сейчас проходят выездные приемы граждан. Ферида Миржоева, Мейрбек Миржоев, Новости 24. Озвучить свои вопросы или просьбы смогли и жители Сунжинского района. Там также прошел выездной прием граждан, где были затронуты темы предоставления грантов сельхозпредпринимателям, благоустройства территории и прокладка бордюров. Материал Евы Ужаховой. Ставьтесь. Амриева Марина Долобекна, директор Чемуридинской основной общеобразовательной школы. Директор одной из школ Амриева Марина делится общей проблемой. У них нет спортивной площадки. С надеждой на обустройство прилегающей школьной территории она обращается к властям. У нас вопрос по проблеме по подвозу учащихся в школу с бензином. Но у нас есть еще один вопрос. Это у нас в школе отсутствует спортивный зал, и если можно было построить спортивную площадку, чтобы дети хотя бы могли заниматься на уроках физической культуры на этой площадке. С привлечением там инвестора, еще кого-то оборудуем, наверное, площадку вам эту спортивную сделаем, организуем мероприятия, вот эти проведем. Буквально вот в ближайшие дни мы этим вопросом будем заниматься. А фермера Салмана Арсельгова интересует земельный вопрос. Он просит расширить его угодья на 2 гектара для постройки сельхозпомещений. В Сумской области я прожил 24 года, именно занимался сельским хозяйством. Я переехал с хозяйством, уже 5 лет добиваюсь для постройки себе сельхозпомещений. Я никак не могу здесь. Участок есть у вас? Участок есть только частном. На частном участке я держу большое количество. В частном подворье, личное подсобное хозяйство, он держит более 100 голов овец, да? Да. 50 голов крупного рогатого скота. По-моему, ранее обращался. Да, он обращался. У нас в республике действует земельная комиссия, правительственная земельная комиссия. Насколько я понимаю, ваши документы подготовлены, уже согласованы с Минсельхозом и находятся на рассмотрении. По принятию решения и соответствующего решения правительственной земельной комиссии вам будет предоставлен земельный участок. Чтобы вы были в курсе, у муниципалитета своих сельскохозяйственных земель нет. Здесь земли сельхозназначения – это государственные земли. Земли республиканского значения. Это республиканская собственность. При соответствующем принятии решения вам будет представлен земельный участок. Мы только приветствуем любую предпринимательскую деятельность. Менее чем за час удалось не только выслушать, но и наметить пути решения вопросов нескольких обратившихся. В таком энергичном темпе проходит прием граждан в администрации Сунжинского района. В преддверии диалога с народом представители власти проводят уже ставший традиционным прием граждан по всем районам республики. Цель нашего мероприятия – это минимизировать тот объем задаваемых вопросов главе республики, для последующего уже разрешения их на уровне администрации главы республики. Вопросы самые разнообразные, от обеспечения топливом школьных автобусов до благоустройства территории района. Магомед Тагир Барахоев спрашивает, когда уже уложат асфальт по улице Батумская, а Юсуп Елоев интересуется о сроках укладки тротуара возле школы. У меня, вопрос следующего характера. Мы все стали свидетелями тому, что в последнее время в республике очень много строится объектов учреждения, дошкольные учреждения, а также объекты здравоохранения. Вот Нестерское, после Нестерского, мы все знаем, с восточной стороны сейчас построили и сданы в эксплуатацию один объект учреждения, то есть школу построили, очень большая школа, и рядом садик.
И вот дети, которые сегодня посещают вот эти учреждения школьные, они из-за отсутствия тротуарной дороги вдоль асфальтированного покрытия, то есть дороги, они вот не осознают степень риска, насколько они подвергают себя вот опасности здоровью и вынуждены ходить по дороге, предназначенной для движения автотранспорта. Именно по этим вопросам мы уже начали работу по укладке тротуара, там работы начали, завезли уже там бордюры, уже работа начата. Это было поручение главы. Глава администрации района Хажибуль Гависа Заводинович дал поручение, выделили деньги под это, и мы уже работу начали, в принципе, чтобы поставить. Это через вас проходит, да? Да, мы оттуда, от школы начали ложить уже. Это улица Мира же у нас, да, ПВ? Да. Когда планируете завершить работу вообще по плану? 10-12 дней все будет. Ну отлично. Протяженность там сколько метров примерно? Километр 400. Учитывая актуальность вопроса, ведь учебный год уже начался, делегация выезжает на место для оперативного решения проблемы. На улице Мира сейчас устанавливают бордюры, и в ближайшее время школьники, как и остальные жители сельского поселения Нестеровское, смогут шагать по широкому тротуару. А пока дети с риском для жизни передвигаются по проезжей части, либо в обход через близлежащие улицы, что особенно сложно в дождливую погоду. На месте сразу посетили и инвестиционный объект – 3 многоквартирных дома, которые в скором времени заселят постояльцы. 16-квартирный, да? 3 дома. Ага. И когда сдача планируется вообще? Этот уже дом, в принципе, все уже. Дома в 4 этажа по 16 квартир в каждом. Первые этажи отведены под торговую площадь. Один уже готов, второй на стадии завершения. А все 3 сдадут уже в начале 2018 года. Все коммуникации подведены. Подрядчик – компания «Стройиндустрия». Данный проект участвует в госпрограмме «1000 квартир». И по словам застройщика, уже 8 человек стали полноправными хозяевами уютных квартир в этих домах. Актуальность возведения жилых квартирных домов в этом районе обусловлена стремительно развивающейся инфраструктурой. Рядом открыта школа и строится детский сад. Также оперативно рассматривают и остальные обращения граждан в других районах республики. Ева Ужахова, Сурхо Кусеев, Новости 24. В стенах национальной телекомпании проходят последние приготовления к диалогу с народом. Масштабный проект соберет в студии десятки людей и тысячи зрителей у экранов телевизоров. Сейчас вопросы разбираются по блокам и составляется сценарный план. Эфирное время ограничено, поэтому ведущие озвучат не все обращения, но каждая заявка рассматривается членами специальной комиссии. Здравствуйте, вы позвонили на прямую линию «Диалог с народом». Вас слушает оператор Зарема. Представьтесь, пожалуйста. Обращения главе региона обрабатываются уже 8-й день, 24 часа в сутки. За это время в общей сложности оператору связи национальной телерадиокомпании поступило более 150 звонков. Количество обратившихся растет с каждой минутой. В день поступает от 10 до 15 звонков. Категория возрастов разная. Это и пенсионеры, и люди среднего возраста, и порой звонят и студенты. Количество звонков и вопросов от одного человека не ограничены. Это касается сообщений и видеообращений. Поскольку практически у каждого жителя есть вопрос, на который он хочет получить ответ от главы республики, звонки на национальном принимают круглосуточно. На случай поздних обращений работает автоответчик. Здравствуйте. Вы позвонили в колл-центр программы «Диалог с народом». Назовите свои фамилию, имя, отчество, адрес, номер телефона и задайте вопросы главе Республики Ингушетия Евкуровой Нурбеку Бамангелевичу. Произносится, когда звонит человек. Вот на утро мы выключаем, и кнопка «Playback» нам позволяет прослушать сообщение. По звонкам можно судить о самых острых проблемах региона. По статистике, больше всего обращений носят социальный характер. Если говорить о сфере образования, то тут наиболее часто обращения по очередям в детские сады. В этом году значительно сократились обращения, связанные с трудоустройством. Зато преобладают вопросы, связанные с благоустройством региона. Протяженность сельской поселения Галашки составляет около 7 километров. Так как в горах у нас курортная зона, особенно в летний период бывает очень много машин. Как и все, водители не соблюдают скоростной режим. В связи с этим хотелось бы увеличить, если есть такая возможность, тротуары в селе. У нас очень мало тротуаров. В нашем селе около 100 детей дошкольного возраста и отсутствует детский садик. Если это возможно, хотелось бы попросить вас хотя бы временно, пока нам его не построят, открыть либо при школе дошкольное образовательное учреждение,
либо уже как-то построить. Ежедневно корреспонденты НТРК Ингушетия собирают видеообращения жителей главе. Немалая часть обращений – это просьба о помощи. Кому-то не хватает средств на лечение, кто-то остался без крыши над головой, кто-то не может отправить ребенка в школу. Чтобы каждый желающий мог задать свой вопрос главе региона, национальная телерадиокомпания будет организованы звонки в прямом эфире и прием СМС-сообщений, а в центре Назрани будет работать передвижная телевизионная станция, с помощью которой жители и гости города смогут в режиме онлайн задавать видеовопросы главе республики. Чтобы в кратчайшее время в эфире прозвучало как можно больше вопросов, их всех делят на блоки в зависимости от темы и включают в будущий сценарий. Шеф-редактор общественно-политической редакции Алексей Ковтун как раз разрабатывает сценарий предстоящего диалога с народом. Большинство вопросов типовые. Вопросы по земле, по трудоустройству и так далее, они как-то вот объединяются. А потом, безусловно, глава и приемные главы, они отдельно каждый вопрос будут рассматривать и ответ давать, но вот типовые вопросы выносить по одному каждый на прямой эфир, никакого прямого эфира не хватит. Поэтому мы их как-то группируем по вопросам, там, по безработице, по социалке, опять же. Вот, типичные ситуации, и глава, собственно, обрисовывает вот эту ситуацию в целом. Отвечая сразу, может быть, не одному, а 10, 20, может быть, тысячам людей одновременно. В студии, где будет проходить диалог, также проходят последние приготовления. Устанавливают декорации, технику. В оформлении студии принимают участие не только декораторы, но и руководство телевидения, редакторы, продюсеры и инженеры. Транслировать диалог будут телекомпании НТРК и ГТРК Ингушетия, радио Ингушетия, сайт национальной телерадиокомпании и газеты Ингушетия. Вопросы, которые не попадут в эфир, будут переданы на рассмотрение главе региона. Оставить свое обращение можно по номерам, указанным на экране, а также отправив сообщение на номер 4647 с кодовым словом «Диалог» или на сайт ingushetia.ru. В обращении обязательно необходимо указать свои данные – имя, фамилию, номер телефона и домашний адрес. Амина Бокова, Рахман Суров, Новости 24. Ингушетия готовится к проведению концерта в Государственном Кремлевском дворце. О ходе его подготовки говорилось на встрече Юнусбека Евкорова, заместителем руководителя администрации главы республики и министром культуры. Торжество по случаю празднования 25-летия Ингушетии и Карачаево-Черкесии состоится 22 сентября. Юбилейные мероприятия пройдут с участием ведущих артистов и мастеров сцены, творческой интеллигенции двух субъектов, а также звезд российской эстрады. Концерт состоится в 19 часов, но предварительно в фойе ГКД, Государственного Кремлевского дворца, будут открыты экспозиции, выставочные экспозиции, которые будут рассказывать о нашем уникальном крае, о его природе, о красоте, о людях, о мастерах, которые создают шедевры его народного творчества. Здесь же будут проводиться мастер-классы, здесь же будет выставка национального костюма, книжных литературы, краеведческой литературы, которая издана и издается в наши дни об нашем субъекте. Кроме того, рядом будут расположены экспозиции наших соседей, наших братьев Республики Карачаево-Черкесия, которая также будет отмечать свой 25-летний юбилей здесь, в ГКД. У нас совмещенный концерт, посвященный 25-летию празднования и Республики Ингушетия, и Карачаево-Черкесской Республики. Главами субъектов было принято решение вот об этом совместном праздновании, так как этот юбилей, он для нас общий, и в качестве сюрприза здесь же будут звучать песни, обращенные к обоим субъектам, посвященные юбилеям двух субъектов, так как мы как бы с общими традициями два народа Кавказа. Главой республики было принято решение билеты не продавать, а распространять с тем, чтобы и студенчество, и те жители Москвы, этого огромного мегаполиса, которые могли бы попасть на наш концерт, смогли доступно приобрести этот билет и попасть на концерт. Поэтому все рекламные баннеры, это более 60 мест по городу Москве, они развешаны. Пресс-релиз о проведении концерта размещен на сайте Министерства культуры и постпредства Республики Ингушетия в Москве. Ну а билеты тоже будет распространять постоянное представительство Республики Ингушетия при президенте Российской Федерации.
Насыщенная повестка и широкий круг актуальных международных вопросов. В Китае проходит саммит БРИКС. Лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР уже пообщались в узком составе и в расширенном формате. В центре внимания ситуация в глобальной экономике, нацбезопасности и стратегия развития самого объединения. Ну и тема, которая сейчас волнует мировое сообщество, в том числе ситуация на Корейском полуострове. Лидеры стран по итогам расширенного заседания приняли декларацию, которая включает в себя целый ряд тем от всеобъемлющего партнерства и до ответов мировым вызовам. Отдельно остановились на ситуации вокруг Корейского полуострова. На полях саммита Владимир Путин уже провел и ряд двусторонних встреч с президентом Египта и премьер-министром Индии. Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество прежде всего в нефтегазовой отрасли, промышленном секторе, космосе. Только в этом году товарооборот между нашими странами увеличился более чем на 20%. Например, одни только поставки нефтепродуктов в Индию возросли в 8 раз. Ожидается ремонт дороги Назрань-Магаз. В этой связи движение по трассе ограничат. В распоряжении автомобилистов будет только одна полоса. Временные неудобства могут создать аварийную ситуацию, поэтому водителям стоит быть внимательными. Репортаж Лейлы Гайсановой. К масштабному ремонту участка дороги Назрань-Магаз приступят уже в эти дни. Дорога двусторонняя, и подрядчики планируют сначала отремонтировать один участок, а уже потом перейти на вторую ее часть. Ремонт планируется основательный. Она будет намного ровнее и лучше намного, смотря. Мы тут частично барьерное ограждение меняем. Также наружное освещение, которое вы видите, мы на оцинкованные опоры поменяем все эти. Несоответствие между требованиями к дороге и ее фактическим состоянием постепенно нарастает, поэтому трудиться собираются на совесть, ведь качество проделанной работы – лицо компании. Потому до укладки полотно проходит специальную проверку. Таким образом акцент делается на долговечность. Срок годности будущего полотна на несколько лет дольше того, который лежит сейчас, а его не ремонтировали уже лет 5, и не сказать, что она уж очень плохая. У нас в республике впервые будем ложить асфальтобетонную смесь ЩМА-15. У нас до сих пор не было. Ну там состав. Там щебеночно-масличный состав. До сих пор битум там было, а это современные технологии, долговечные. Несмотря на то, что будут идти ремонтные работы, полностью перекрывать движение транспорта не будут ни днем, ни ночью. Через этот участок ежедневно ездят на учебу или на работу студенты и сотрудники различных организаций. И жителям столицы тоже как-то нужно попасть домой. Так как дорога через Икажево с такой нагрузкой просто не справилась бы, перекрывать вторую часть участка не стали. Но заторы, образовывающиеся здесь в часы пик, конечно, сыграют на нервах автомобилистов. Ничего, ламик дождь, кезиге халутилеш, ато халутсё, ведеш хадис амалды, халу лаец, кезиге хатуабе бяхта паротоги, атоги, дегагубаны. Запланирован ремонт был до конца следующего года, однако сроки сократили до конца 2017-го. И власти просят автолюбителей с пониманием отнестись к работе дорожников и соблюдать правила дорожного движения. Неудобства, конечно, будут перекрываться. Первая половина работы это будет одна сторона дороги, две полосы. И при завершении вторая половина дороги тоже будет перекрыта, то создать, несомненно, некоторые неудобства, за что мы приносим свои извинения и просим людей отнестись с пониманием к данной проблеме. Это все делается во имя того, чтобы через 3 месяца мы ездили по совершенной дороге. После неоднократных обращений главы Ингушетии Министерства транспорта России уже выделены средства на реконструкцию и федеральной трассы. Осталось определить генерального подрядчика. До Нового года начнется ее реконструкция. Лейла Гайсанова, Хаваш Гойгов. Новости 24. А в Сунже началась реконструкция местного водоема. Его благоустраивают в рамках госпрограммы, реализуемой в год экологии. Городской пруд и прилегающая территория заметно преобразятся. Там в том числе появятся пешеходные и велодорожки. Репортаж Тамерлана Хамхоева.
Пока что это место мало напоминает будущую туристическую достопримечательность города Сунжа. Испещренная тяжелыми гусеницами земля больше напоминает места танкового сражения. Но после завершения всех работ именно на этом самом месте будет кристально чистая вода. Несколько десятков единиц техники работают здесь, не покладая, что называется, ковшей. Это не тяжелые танки, а гораздо более полезные машины – экскаваторы. Шум моторов не прекращается ни на минуту. В день здесь вывозят 1000 кубометров земли. Эту работу выполняют уже другие машины. Если на отдельных участках слой грунта не превышает полуметра, то, к примеру, здесь приходится выкапывать до 2,5 метров земли. Вот Дина где-то до 15-20 тысяч кубов. Дина. 15, 18, до 20 мы еще не уз, Бог бишь. Мы будем по экскаваторе. Это верхние отложения и листы. Вывозя человека укрепление полностью береговые укрепления, что его биорешетка. В скором времени этот пруд станет местом посещения многих жителей республики и гостей из других регионов. Здесь можно будет отдохнуть с семьей, порыбачить, позагорать и вообще приятно провести время. Ну а до этого рабочие сделают все, чтобы выполнить свою работу в срок и, что самое главное, качественно. Мероприятие – это экологическая реабилитация водного объекта пруда, в рамках которого предусматривается это выемка грунта, укрепление берегов, установка георешеток. В общем, другими словами, это полная реконструкция этого пруда. Также здесь предусмотрено за счет инвестора благоустройства территории вокруг пруда, будет оборудована и зона отдыха. Но это не все сюрпризы, что ожидают жителей Сунжи после реконструкции пруда. Здесь будут также вело- и пешеходные дорожки. Словом, для любителей активного отдыха создадут все условия. Что касается генерального плана, то мы сейчас его и разрабатываем. Нами запланирована вдоль улицы Калинина рекреационная зона, которая в последующем будет увязана с реконструкцией пруда. Она будет облагорожена. Аллея, которая начата по программе, целевой программе, федеральной программе благоустройства и формирования современной городской среды, мы заложили аллею протяженностью общей 300 метров. В год экологии Ингушетия сделала еще один шаг к сохранению водных ресурсов. Если работы на каждом из объектов, что нуждается во внимании, будут проводиться так же интенсивно, то в скором времени, возможно, проблему загрязнения и сохранения водных ресурсов можно будет вычеркнуть из списка. Тимур Хамхоев, Рамзан Миржоев, Новости 24. Запуском в регионе торакальной хирургии у многих людей с легочной болезнью появилась надежда на полноценную жизнь. В республиканском тубдиспансере провели еще одну высокотехнологичную операцию. Пациент с диагнозом опухоль легкого поступил в медзаведение в тяжелом состоянии. После оперативного вмешательства медиков не сказать, что мужчина задышал полной грудью, но его состояние значительно улучшилось. И теперь он не может подобрать слов, чтобы отблагодарить врачей. Еще 2 недели назад Якуб Ужахов и представить себе не мог, что люди в белых халатах подарят ему новую жизнь. Находясь на грани жизни и смерти, пожилой мужчина каждый день боролся со своим недугом. Трудом дышал, но все же находил себе силы не останавливаться на полпути. Толщина белых вот это вот туда воздух только шел. Вот толщина спички, дырка была, больше не было. А туда прикрывало вот такой кусок мяса, прикрывал его. И потом я на бок ляжу, мясо упадет на бок. Дышу. Но стоило поднять на 1 минуту голову, опять он закрывал, и я в критическом положении был. На операционном столе Якуб Ужахов провел больше 7 часов. Хирургическое вмешательство представляло большую угрозу для жизни пациента. Риск потерять больного был обусловлен сразу несколькими факторами: сопутствующие заболевания, перенесенный недавно инфаркт и размеры опухоли. По предварительным данным, рентгенологическими и компьютерной томографии четко определить, прорастает ли данная опухоль в соседние органы, нам не представлялось возможным. И было сложно даже дать этому пациенту наркоз, потому что поставить интубационную трубку в просвет трахеи, который перекрыт на 3/4, было технически сложно. Опухоль практически перекрывала дыхательные пути. Тем не менее, врачам удалось удалить левое легкое без каких-либо последствий. На тот момент за жизнь больного боролись сразу 2 торакальных хирурга и врач-анестезиолог-реаниматолог. В течение наркоза, конечно, были критические спады артериального давления, критические подъемы были.
В начале операции давал остановку. Мы его реанимировали на операционном столе. К новой жизни без Лео Лёкова Якуб Ужахов привык быстро, потому как долгое время и так дышал лишь наполовину. Сейчас пожилой мужчина потихоньку приходит в себя. Восстанавливаться после операции он будет около месяца. Врачи уже наблюдают положительную динамику в состоянии его здоровья. Впрочем, и сам пациент не может нарадоваться результату оперативного вмешательства. Я не мог дышать, я умирал. Если бы это не решился бы, да, все в эту гору с могилы вытащил. Сейчас я чувствую отлично. Мне даже не верится, что я сейчас сам дышу. Якуб Ужахов планирует начать жизнь с чистого листа. Как только пожилой мужчина окончательно придет в себя, он сможет постепенно возобновить физическую нагрузку. Впрочем, как и сотни других счастливых пациентов, которых оперировали в стенах Республиканского центра фтизиопульмонологии. В этом году на счету ингушских медиков около 70 успешно проведенных операций. Уже на днях в Ингушетию вновь приедет их наставник, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Гиллер. Будет проведена совместная операция, он проведет мастер-классы, также он проведет лекции, семинары для врачей и, соответственно, будет проводиться консультативный прием для отбора пациентов на дальнейшее оперативное вмешательство. Этой весной в центре открылось отделение дифференциальной диагностики. Теперь спектр медицинских услуг, оказываемых населению, значительно вырос. И хотя Республиканский центр фтизиопульмонологии позволяет проводить высокотехнологичное оперативное вмешательство даже в самых тяжелых и запущенных случаях, медики не устают напоминать: вовремя выявленный недуг лечить значительно легче. Мадина Пугоева, Магомед Дидегов, Новости 24. Минэкономики России улучшила прогноз роста реального дохода россиян. В ведомстве заявили, что увеличение дохода в населении должно произойти как по итогам текущего, так и следующего года. Согласно прогнозам мэра, в нынешнем году реальные доходы жителей страны вырастут на 1,2%. В ведомстве ожидают, что в следующем году доходы жителей страны вырастут также на 2,1%, а в 2019 на 1,1%. Также ведомство представило улучшенный прогноз по производительности труда до 2% в текущем году и до 2% с лишним в 2018. Отметим, что глава Минэкономразвития заявил, что по итогам текущего года инфляция в России составила 3,7%. Ингушские бойцы Иса Плиев и Амирхан Гулиев заняли первое и второе места на всероссийском международном турнире по смешанным единоборствам. Турнир собрал под своей эгидой 140 лучших бойцов в 7 весовых категориях. В финале схватки шли за пояса чемпиона в весовой категории до 93 килограмма. Иса Плиев и Амирхан Гулиев дошли до финала по разным сеткам. Но Гулиев получил травму и не смог принять участие в бое. За пояс чемпиона серебряная медаль у ингушского льва, а Иса Плиев обладатель пояса чемпиона. Спасибо всем за поддержку. Свою победу я хотел бы посвятить своей республике с 25-летием ее. Хочу также пригласить вас всех к нам в ноябре. У нас будет грандиозная битва. Приглашаю всех желающих. Примем с удовольствием. Спасибо. Отметим, что Гран-при городов воинской славы, первый в истории всероссийский мастерский турнир, победители получают право выступать на Кубке России. Заработал информационный просветительский ресурс, созданный Центральным банком России. Его цель – формирование финансовой культуры граждан. Сайт предназначен для широкой аудитории, обладающей разным объемом знаний об экономике и разными финансовыми возможностями. В материалах сайта в простой форме, с некоторыми допущениями и упущениями, разбираются ситуации, с которыми может столкнуться каждый, от планирования личного бюджета до поиска оптимальной стратегии формирования будущей пенсии. Это не прямое руководство к действиям, а лишь рекомендации, которых можно придерживаться, чтобы не упустить из виду что-нибудь важное и не оказаться в критической ситуации. В частности, на сайте можно найти методические программы по преподаванию финансовой грамотности, победившие во всероссийском конкурсе на лучшую образовательную программу в этой области. В том же разделе предусмотрен форум для зарегистрированных пользователей, где учителя могут обсудить актуальные для них вопросы. Со временем на сайте появится больше тестов, калькуляторов и игр.
Этот сложный по аграрным меркам год оказался вполне удачным для работников крестьянско-фермерского хозяйства Хашагульгов. Там собирают урожай картофеля. Убрано уже более 130 гектаров, но это только промежуточный результат. Аграрии уверены, общий вал оправдает их труд. Несмотря на жару, на этом поле 4-й день трудится бригада из 40 человек. Фронт работ 70 гектаров, 25 из которых урожай уже собран. Выращивают КФХ в основном один из лучших и приживающихся в местном климате сортов картофеля – Рокко. Но помимо этого аграрии взрастили еще 2 вида корнеплодов – Рамона и Удача. Удачу уже собрали со 100 гектаров, за Рамону примутся через несколько дней. По словам руководителя хозяйства Амирхана Хашагульгова, такого богатого урожая давно не было. Реализуют картофель здесь же на месте, недалеко от полей. Часть урожая расфасовывается по мешкам. Фасовка делится на несколько этапов. Как правило, более мелкую картошку отбирают на семена, крупную на продажу, а всю испорченную собирают в отдельную телегу. Этим занимается бригада, наравне со взрослым трудятся и дети. Базан Бехоева работает здесь фасовщицей не первый год. Приезжая из селения Аршты, работой и условиями довольна. район, Сужинский район, дальше Мелдо, Лули Бузуртанова уже несколько лет подряд закупается картошкой КФХ Хашагульгов. Отмечает, что картофель отборный и рассыпчатый. Если нужна картошка, мы приходим, покупаем здесь. Обслуживание на уровне у них, всегда посоветуют, какую картошку взять, где мелкая, там, где что. У них всегда много народу, убирают. Ну, приятно, что так работают. Это в советское время всегда вот такая картина была. Скоро урожай будет собран со всех полей. Продукция КФХ Хашагульгов по праву пользуется большим спросом у покупателей. Мака Келиматова, Рамзан Зурабов, Новости 24. Я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго.